Итак, коллеги, доброе утро. Рада вас видеть. Все у нас, кто дожил у нас до субботы и пришел так рано. Сегодня мы поговорим на достаточно интересную тему по автоматизации HR-процессов, как это все у нас уместить в одну экосистему и, собственно, снизить рутинные какие-то операции, их автоматизировать. Давайте знакомиться. Меня зовут Кандыба Екатерина, я являюсь руководителем отдела сопровождения компании «Инфостарт». В сфере 1С я с 2010 года, на самом деле, был проделан достаточно интересный такой путь от сервис-инженера, программиста до директора по развитию информационно-технологического сопровождения. И, собственно, сейчас я занимаюсь развитием качественной поддержки наших клиентов по информационному сопровождению. Итак, почему у нас автоматизация – это незаменимый такой шаг? Собственно, прошу прощения, можно, пожалуйста, экран включить, чтобы я тут голову не свернула, смотреть, какой следующий слайд. Наверное, пока что сюда встану, чтобы было видно. Итак, почему у нас автоматизация – это незаменимый шаг к повышению вообще эффективной работы? Давайте поговорим. Бухгалтерия и HR, на самом деле, службы, у них занимает до 60-70% времени – это рутинные операции. Что это такое? Бухгалтерию у нас всегда пытают различными запросами документов, справок, с различными заявлениями, а для HR-служб у нас достаточно много времени отнимает на поиск, подбор кандидатов, это публикация вакансий на различных сайтах, это сбор, это обратной связи, это анкетирование и прочее. На самом деле это огромная работа, которую часто, наверное, не видят, но она есть. И как итог, это высокая нагрузка, ошибки, потеря времени, ну и фокуса на стратегических задачах. Зачем вообще автоматизировать HR-процессы? Что это позволяет сделать? Во-первых, перевести типовые запросы сотрудников в самообслуживание, то есть сотрудники могут самостоятельно уже отправлять какие-то запросы, скажем так, автономно уже, не нужно посещать бухгалтерию, не нужно ходить к HR, не нужно их отвлекать от работы. Также это сокращение ручного труда и количества ошибок, ну и ускорение согласования, оформления кадровых документов. Поговорим о такой связке программных продуктов, как кабинет сотрудника и 1С персонал. Наверное, уже кто-то слышал, да, о таких классных сервисах. И как эта связка помогает в решении вопросов автоматизации. Она снижает поток обращений в HR и в бухгалтерию, автоматизирует кадровые процессы передачи данных, также повышает прозрачность для сотрудников и руководителей, потому что все у нас будет находиться в одной экосистеме и все наглядно. И как результат у нас это меньше рутины, больше эффективности, ниже нагрузка, выше качество HR-сервиса. Хотелось бы уже более подробно рассказать на примере кейса компании. Это живой пример, который уже у нас существует, уже внедрен. Собственно, какие сложности были, какие этапы проходили и вообще что было сделано. В целом о компании. Что это за компания такая? Это средний производитель листового металла, штат 420 человек. Сотрудники там работают достаточно разные, это ИТР, и цеха. И основная деятельность – это заказная металлическая обработка. Как был устроен изначально у них процесс? На самом деле, я думаю, что так устроено в большинстве компаний, у кого отсутствует автоматизация данного участка. HR тратил много времени на подбор, работу с резюме и коммуникацию с кандидатами. Бумажный кадровый документооборот – это заявления, приказы, различные справки, все было в бумажном виде. И, естественно, для того, чтобы подготавливать все эти документы, это необходимо все сначала внести в систему, распечатать, найти сотрудника, собственно, подписать это все. Кажется, как будто бы, да, это не так уж много времени отнимает, а если все собрать в скопе, это очень огромные трудозатраты. И посчитаны были трудозатраты на одного сотрудника кадрового отдела производства, сколько занимает вообще в среднем у него прием, адаптация нового сотрудника, который появляется в компании, не говоря уже о тех, которые работают. И, собственно, чтобы оформить одного сотрудника в штат, это примерно уходит 5 часов. Что сюда закладывается? Это подготовка всех документов, внесение в базу, подпись трудового договора, оформление обходных листов, то есть очень часто, да, такое есть в компаниях. Собственно, у нашей компании заказчика такая история была.
Прохождение адаптации — это анкетирование, знакомство с различными регламентами, с положениями. Как правило, для того, чтобы запустить сотрудника, уходило от 3 до 5 рабочих дней. То есть это вся информация, то есть что он должен делать, ознакомление с функциональными обязанностями и так далее. С какими проблемами для бизнеса сталкивались? Это долгий онбординг. Собственно, то, о чем я сказала, это ошибки в документах из-за человеческого фактора. Все мы люди, на самом деле, да, мы можем где-то опечататься, что-то там не так оформить, не все документы вложить, приходится там бегать за сотрудником и, собственно, отдавать их. Ну и большие трудозатраты рекрутеров на сопровождение процесса подбора. Что это значит? Это, как я уже говорила, публикация вакансии, это анкетирование, это оформление кадрового резерва, то есть где-то все это нужно хранить, потом где-то это нужно найти, и на это все тратится очень много времени. Ну и, собственно, поговорим теперь о том, с какими, я не назову это, наверное, сложности, да, но с какими этапами, шагами мы сталкивались. Это сопротивление сотрудников и руководителей, страх потерять привычные процессы, низкая цифровая грамотность у персонала. Как правило, когда что-то автоматизируется, какие-то участки, всегда у людей все новое вызывает страх. Да, потому что будет все не так, как прежде, что-то пойдет не так, процессы придется перестраивать, привыкать к новым реалиям. То есть это всегда вызывает какое-то такое вот сопротивление внутреннее. Какие задачи стояли? Оцифровать поддержание кадровых процессов, это подбор, адаптация, учет. Настроить прозрачный сервис для сотрудников и мобильный доступ, чтобы они существовали, скажем так, автономно, да, и все видели про себя. Снизить трудозатраты HR на сопровождение процессов подбора и адаптации и провести внедрение без протеста у персонала. Последний пункт, на самом деле, оказался самый интересный. Расскажу далее, как мы с этим работали и как это приняла компания. На данном слайде представлена дорожная карта внедрения, то есть это те этапы, которые мы проходили на пути к автоматизации данных участков. Это аудит и проектирование, карта текущих процессов, ключевые сценарии. Что это значит? Это подготовка перечня всех документов, которые оформляются в компании, что необходимо нам оцифровать, что необходимо внедрить. Проектирование сценариев использования сервиса сотрудников, то есть это подготовка всех подписей, потому что все документы подписываются электронными подписями, подготовка всех процессов, как это проходит у них сейчас и как это привести нам в автоматизацию. Настройка шаблонов и процессов — это шаблоны приказов, роль-менеджмент, различные сценарии маршрутов подписания документов, согласования отпусков, вообще процесса перехода документов от этапа к этапу. Чтобы это было безболезненно и было принято, собственно, сотрудниками, чтобы не было какого-то протеста, мы это запускали пилотом. Что это значит? То есть мы автоматизировали сначала примерно 120 человек из всего штата, напомню, 420, для того, чтобы отладить все процессы, для того, чтобы они поняли, как с этим работать, и, собственно, донесли это до остальных сотрудников, что в этом ничего такого страшного нет. Подготовка данных до внесения сведений, приведения в порядок штатного расписания — это очень важный процесс не только при автоматизации данных вещей, но и в принципе всегда важно учитывать вносить все данные, чтобы они были корректны, чтобы штатное расписание у нас соответствовало, чтобы данные по сотрудникам у нас были все внесены, все персональные данные, номера телефонов, то есть да, почты и так далее, чтобы у нас все было в соответствии. И потом уже постепенно подключение оставшихся сотрудников в сервисе. Собственно, про сопротивление сотрудников. Часть сотрудников не доверяла новому цифровому сервису. Как я уже сказала, все новое всегда вызывает страх. Опасение длительного обучения, потому что, опять же, когда внедряется что-то новое, очень страшно, что не разберешься, не справишься, нужно будет долго обучаться, там кому-то бегать, задавать вопросы. Собственно, здесь было опасение как со стороны руководителей, так и со стороны сотрудников. Ну и страх изменения привычных процессов в работе. Какие мы приняли меры по мягкому внедрению? Пилот с низким порогом входа, собственно, как я уже говорила, мы подключали постепенно всех. Пакет гуманного обучения мы подготовили инструкции, видео и в печатном виде для того, чтобы закрыть основные все вопросы, которые могут возникать у сотрудников, чтобы они себя уверенно чувствовали и могли найти ответ на любой свой вопрос. Ну и всегда поддержание коммуникации. Как теперь устроен процесс подбора персонала и, собственно, его ведения?
Создан единый личный кабинет. Размещаются вакансии, отправляется все на рекрутинговые сайты, поскольку у сервиса 1С персонал есть интеграция со всеми сайтами по подбору сотрудников. И таким образом создается единое пространство для ведения сотрудника и его прием на работу. HR отслеживает отклики и связывается с кандидатами из личного кабинета, поскольку оформляется личный кабинет для соискателя. И он может без проблем коммуницировать с HR-службами, задавать какие-то уточняющие вопросы, ну и в целом не терять связь. Создается личный кабинет кандидата, собственно, о чем я сказала, и HR формирует тестовые задания, отправляет кандидата из своего личного кабинета. Благодаря теперь автоматизации есть возможность создания тестовых заданий, анкетирования проведения прямо в сервисе и хранения всей информации необходимой в едином личном кабинете. Теперь вся информация не теряется, все под рукой, и не нужно теперь сохранять где-то там на дисках, искать потом всю историю по кандидату, как, собственно, с ним связывались, кто это такой, и удобно формирование кадрового резерва. По поводу приема на работу, как теперь у нас устроен процесс у компании? Если помните, я вначале говорила, сколько времени занимало ранее эти процессы все, то есть это трудоустройство у нас это 5 часов. Теперь для того, чтобы принять сотрудника в штат, это буквально 5-10 минут занимает времени. Онбординг, планы адаптации, вся информация о сотруднике хранится в единой экосистеме и, опять же, сокращение трудозатрат. Работа с персоналом, затраты времени на подписание и сбор документов снижены до 2-3 минут, поскольку создаются, как я уже сказала, личные кабинеты, из которых можно подписать все заявления, приказы, трудовой договор, все можно подписать из буквально телефона. Все теперь под рукой. Какие инструменты используют из функционала кабинет сотрудника в компании? Это личный кабинет сотрудников, это электронный кадровый документооборот с электронной подписью, отправка расчетных листов, история согласования, уведомления, все теперь хранится в единой системе. Контроль возвращенных подписанных документов. Это очень важный момент, что теперь ответственные лица в компании могут прекрасно видеть, кто подписал расчетные листы, кто подписал документы. Не нужно теперь перепроверять все по архивам, когда это было раньше, да, хранилось у нас в красивых папочках на столах. Но вот все это теперь в единой системе. И можно еще раз будет дергать сотрудника, что что-то не подписано. Отправка нестандартных форм документов. Были разработаны формы документов не только, которые находятся в программе продукции 1С, да, но в каждой компании есть свои нетиповые документы, которые требуются, собственно, теперь они используются также. Настройка маршрутов согласования и подписания документов. Очень важный такой момент, что была настроены маршруты согласования таким образом, что в отсутствие, например, руководителя, теперь не нужно беспокоиться, что отпуск не подпишут, поскольку, опять же, да, напомню, что все находится в телефоне, в личном кабинете, и где бы он ни находился, он может либо кого-то за себя оставить и передоверить это право подписи на согласование, либо просто подписать самостоятельно. Какие инструменты используются из функционала 1С персонал? Это витрина вакансий, личный кабинет кандидата. На данном слайде как раз-таки представлены скриншоты, как это выглядит. Воронки подбора и единая база кандидатов. Также планирование мероприятий, чек-листы, аналитика, прохождение адаптации. Важный момент, что в сервисе 1С персонал можно создать свои анкеты, свои тестовые задания, посмотреть по мониторингу, насколько пройдены эти тестовые задания, и, собственно, сохранить эту информацию на будущие периоды, даже если сейчас мы не готовы, например, взять в штат сотрудника. Но на будущий период мы готовы его рассматривать. Это, вот, как я сказала, опросы, тестирование, анкетирование для оценки сотрудников и кандидатов, отображение оргструктуры, разграничение доступа и интеграция, а также аналитика и отчетность по текущей... Куда-то я делала, по причинам увольнения. Какие результатов внедрения нам удалось достичь? И с чем, собственно, почему у нас теперь компания это очень рада, то, что у них этот участок автоматизирован. Теперь онбординг, я напомню, да, он занимал до 5 дней, от 3 до 5. Он занимает теперь у нас всего 2 рабочих дня. 1 час занимает времени приема сотрудников вместо 5 часов. Трудозатраты на сопровождение процесса подбора снижены на 30-40%, как раз таки благодаря тому, что теперь все находится в единой экосистеме.
Экономия на бумаге, архивации, операциях при грубых подсчетах это от 400 до 650 тысяч рублей в год. Я думаю, что это существенная экономия, и тем более в наших реалиях сейчас, когда проходит оптимизация в целом расходов в компаниях, это приличное, скажем так, подспорье для бизнеса. Собственно, 6-10 месяцев – это срок окупаемости проекта. Дальше расскажу, как это все рассчитывалось. 75% активных пользователей кабинета среди адаптированных сотрудников. Это очень хороший процент, и мы верим в то, что он будет еще дальше повышаться, потому что есть все равно еще сотрудники, которые несколько недоверительно, возможно, относятся, либо кто, есть возрастные сотрудники, тоже есть свои истории, но это очень хороший результат. Собственно, качественные выгоды внедрения – это улучшение репутации работодателя. Да, мы не забываем вообще в целом про бренд компании, бренд организации. Это хороший уровень, когда все прозрачно не только для сотрудников внутри компании, но и для будущих сотрудников, для соискателей. Более прозрачный процесс найма, адаптации, и это снизило отказы от офферов. Потому что кандидаты, будущие наши сотрудники, они видят то, что работодатель ничего не скрывает, все прозрачно, он видит коммуникацию, с ним никто не теряет связь. И, собственно, это вообще хороший очень уровень. Снижение сопротивления при последующих цифровых инициативах. Что это значит? Когда что-то новое, как я уже сказала, появляется, да, вот это вот возникает протест. И когда уже это внедряется, и все уже видят, что не так все было страшно, как казалось изначально, то на будущие проекты уже нету протеста, назову это так. Лайфхаки по работе сервисов кабинет сотрудника и 1С персонал. Виды интеграции, которые существуют, это интеграция с рекрутинговыми сайтами, это Superjob, это ХХРУ, то есть все, которые есть у нас, можно проинтегрироваться. Личный кабинет кандидата, который я показывала на предыдущих слайдах, обмен с 1С, обмен с кабинет сотрудника, это бесшовная интеграция, и они существуют все вместе. Расширение браузера для HR и витрина вакансий. Интеграция с рекрутинговыми сайтами, вот, собственно, которые я сказала, они перечислены на данном слайде, сбор откликов, работа с ними по вакансии и ведение процесса подбора коммуникации с кандидатами. Как у нас настраивается обмен интеграции с кабинетом сотрудника? И с какими вообще настраивается? Это ЗУП, это ЗГГУ и это ERP, управление предприятием. Наверное, такой интересный экономический анализ, который был проведен, собственно, по выгодам. Непростая вышла формула достаточно. На самом деле ROI можно рассчитывать, есть несколько методов. Здесь применим такой, что были посчитаны затраты в деньгах на прием и сопровождение одного сотрудника. Я, наверное, не буду перечислять все показатели, которые здесь использовались. Можно будет сфотографировать, либо потом посмотреть презентации, более подробно ознакомиться. Собственно, это все затраты, все выгоды, поделенные на сумму проекта. Средняя стоимость часа сотрудника КДП – это 600 рублей. Затраты на обслуживание сотрудников по КДП – это 2 миллиона рублей в год. Средняя стоимость часа работы сотрудника – это 800 рублей. И, собственно, прямые затраты, которые были учтены, это стоимость внедрения 420 кабинетов. Стоимость сервиса, она фиксированная, на самом деле, это 133 рубля вышла. И стоимость самого внедрения, это тоже не такие огромные затраты, как казалось на этапе внедрения. И нельзя не учитывать не только прямые, но и косвенные затраты. Поскольку у нас сотрудники все-таки участвовали тоже в проекте внедрения, это стоимость работы сотрудников примерно 110 тысяч рублей. И ROI составил 301%. Я считаю, что это очень хороший результат и, собственно, показывает окупаемость данного внедрения. У меня на этом все. Можно перейти по QR-коду. Там находятся все полезные материалы, все расчеты и карты внедрения, если вы захотите к этому перейти. Спасибо за внимание. Так, отлично. Екатерина, большое спасибо. Екатерина, да, большое спасибо за такой полезный, интересный доклад. Вижу, что есть вопросы. Угу. Екатерина, спасибо большое. У меня несколько вопросов. Там была история про то, что
вы сгружаете через интеграцию с рабочими сайтами резюме. Вы их сгружаете, они где-то хранятся, Они хранятся в самом сервисе. они в самом сервисе. Они и То есть вы публикуются из сервиса. То есть вы, получается, фактически формируете базу резюме. Она у Да. вас там не превращается в тыкву, потому что HeadHunter там через 6 месяцев Нет, закрывает нет, все. нет, нет. В этом и прелесть, собственно, данной интеграции, данного сервиса, потому что хранится вся история. Ага, я поняла. И нужно опубликовать всего лишь один раз, да, создать это резюме, вакансию и, собственно, раскидать ее по сервисам. Все понятно, хорошо. А подскажите еще, там у вас был слайд 5-10 минут, вы говорите на прием сотрудника. Мгм. Как вы обошли? Ну вот потому как я работала с этим сервисом, 1С личный кабинет у нас был, Мгм. и мы все равно не смогли схлопнуть время приема сотрудника там до этих 5-10 минут. То есть что мы делали? Мы отправляли накануне сотруднику, ну там расписывали, как у него будет первый день, это было обычно там на почту. Мы прилагали локально-нормативные акты, с которыми необходимо накануне ознакомиться, но все равно в день трудоустройства, когда сотрудник подключался, это были удаленные сотрудники в основном, Мгм. кадровому, да, сотруднику, мы все равно тратили до 30 и даже часа, наверное, по времени трудоустройства. Да, могло быть до 2 часов, потому что сотрудники все равно в этот период знакомились с локально-нормативными актами. Как вы схлопнули 5-10 минут? Здесь на самом деле вопрос настройки непосредственно сервиса, подготовка всех документов, то есть это на этапе внедрения же готовятся все документы, которые Да. будут отправляться пачкой сотруднику для подписания, и это курирование сотрудника на этапе подключения ему кабинета сотрудника и создания личного кабинета, чтобы он просто пачкой подписал все документы. Ну, то есть они у вас не уходят все равно в ознакомление вот здесь в момент диалога. У нас уходили в ознакомление, поэтому мы не схлопнули, хотя мы знакомили их раньше. Ладно, хорошо. И еще у меня был вопрос. Я правильно поняла, что кейс, который вы показали, это был линейный персонал? Еще раз. Ну вот вы показывали кейс металлообработка компания. Мгм. Это был линейный персонал? А, вот тут можете уточнить, как вы организовали линейный персонал? Ну, то есть, по моему опыту, это всегда какие-то ребята с кнопочной Nokia, которые не хотят уходить вот в эти кабинеты. Ну, смотрите, на самом деле здесь же решение вопроса такое, да, то, что у кого нету смартфона, я думаю, то, что сейчас-то смартфоны Да-да-да. все-таки в большинстве, и Ну. такая проблема, как правило, есть у сотрудников более возрастных, которые не Да-да-да. хотят переходить, да, вот на смартфон, для них это все сложно, Производственные непросто. предприятия, они обычно с такого Ну, возраста, да. Во-первых, мы подключили веб-версию, да, то есть у них есть вход через веб-версию. Во-вторых, я показывала то, что это все-таки 75%, да, подключенных у нас сотрудников активных кабинетов. Мгм, я поняла. И еще у меня был вопрос. Вы показывали блок по адаптации. Я видела, что у вас там есть некие мероприятия, ну, то есть я понимаю, что в рамках онбординга проводятся с сотрудником некие мероприятия. Мгм. А вот эти мероприятия, то есть вы назначаете, там какая-то связка с каким-то календарем идет? Да, там все настраивается. Просто в блоке вот этого меню я календаря не увидела, то есть Вы знаете, мы можем с вами показать вам отдельно еще дополнительно вот на стенде у нас Ага. можем показать, как это выглядит, потому что мне сейчас вот на пальцах будет достаточно ну все, то есть непросто. вы с Если- каким-то внешним календарем, например, то есть если мы работаем, не знаю, в каком-нибудь Google Мгм. календарь, то вы настраиваете, все поняла. То есть в самом сервисе вот этого календаря его нет. Ага, все, у меня все вопросы, спасибо. Так, у нас еще один вопрос из зала. Да, здравствуйте. У меня два вопроса коротких. А сам Инфостарт внедрил эту систему, он работает в ней? То есть вы через себя пропустили ее, то есть или нет? Ну просто, Пока для себя мы внедрили кабинет сотрудника. только в части кабинета сотрудника. Ну то есть мы Мы внедрили буквально, когда только вышел данный сервис. А И работаем на нем уже очень давно. понятно. А что за бета-версия личного сервиса этого? Или- 11 персонал? Да. Можно включиться на бета-тестирование. То есть вам нужны кролики. Хорошо, понятно. Ясно, спасибо. Да, конечно, давайте. Екатерина, здравствуйте. Спасибо за доклад. Очень интересно было. А вот вопрос такой немножко провокационный. А что делаете с персональными данными, которые нужно, по идее, бы удалить? Что делаете с персональными данными, которые, по идее, бы нужно удалить?
Это первый вопрос. Мгм. И второй вопрос. А У нас почему, сейчас подождите, почему удалить? по закону о персональных данных. И второй вопрос по поводу искусственного интеллекта. Ну, как бы сейчас тема модная, современная, там и все такое. Как используете в своей работе и как они вам, как вы их подключаете ли в искусственный интеллект как-то к работе своих сотрудников? Ну, два вопроса. Спасибо. Ну, по искусственному интеллекту это не совсем, наверное, как бы в тему данного доклада и как у нас автоматизирован этот момент. А по поводу персональных данных, все-таки оператором обработки персональных данных является сама компания. Мы за это никак не можем отвечать и удалять как-то куда-то данные. Мы используем другой сервис, и мы с кандидатами, которые приходят к нам на интервью, подписываем документ электронно, что они разрешают хранить у нас электронно. Если такие не разрешают, мы удаляем эти персональные данные. Но это наша работа. Вот, исходя из доклада, как раз упущен был этот момент, и Мгм. было как раз интересно, как вы конкретно с этим работаете, потому что у нас есть персональные данные и на этапе анкетирования, когда люди могут не согласиться, что вы хранили эту информацию. У нас есть персональные данные для уволенных сотрудников, и эта информация, по идее, тоже должна регрессом вернуться в эти системы, в которых вы данные первоначально собрали. И вот это как раз непонятно. Ну, всё. Мгм. Все, так, спасибо за вопросы. Пока все, да, у нас с вами по вопросам. Отлично. Если вдруг что-то будет интересно, есть что обсудить или вспомните, что что-то не спросили, к Екатерине можно будет подойти и найти ее напротив входа в амфитеатр. Екатерина, большое спасибо за этот доклад. Да. Спасибо.